Жители села Малый Кипчак Бурзянского района создают музей смолы по собственной инициативе без какого-либо финансирования. Мемориал забытому ремеслу добычи древесной живицы разместили в небольшом помещении сельской школы. Сейчас хранители музея подали заявку на республиканские гранты и в случае победы надеются сделать лучшую подобную выставку во всей России. Один из смотрителей показал нашей съемочной группе искусство добывания древесной смолы и рассказал, почему оно было забыто. Процесс добывания древесной смолы больше похож на некий ритуал. Сосны вначале соскабливают верхний слой коры, после чего вбивают в ствол металлическую чашу, куда будет стекать смола, которую по-другому называют живицей. И, наконец, самый главный элемент этого обряда. Вздымчик обходит всю делянку по разу надрезок, делав по разу надрезок. Поэтому они называются обходами. Человека, который добывает древесную смолу таким образом, называют вздымщиком. Фарзат Кагарманов – продолжатель целой династии. Впрочем, раньше, рассказывает мужчина, в их деревне каждый второй занимался этим промыслом. Вздымщик обслуживал несколько тысяч деревьев. Рабочие шли с ведерками от одного к другому и собирали живицу, накопившуюся за ночь. Ее сливали в металлические бочки и доставляли на лесной завод, которых в стране было немало. По этим насечкам можно понять, сколько лет использовали дерево для добычи смолы. Каждый такой промежуток означает год. Здесь их 8, то есть живицу с этой сосны добывали на протяжении 8 лет. Это средний срок, как правило, после дерева постепенно высыхало. С развитием химической промышленности потребность в природной смоле снизилась. На смену пришли другие вещества. Добычу в регионах прекратили. Сотни людей остались без работы. Порядка 50 человек занимались подстрочкой леса. Неплохой доход еще был, да? Доход в то время, если средняя зарплата где-то было 100 рублей, а зарплата вздымчиков начислялась где-то средне 500-700, даже бывало до 1000 осеннее время. Чтобы промысел не был забыт, жители деревни Малый Кипчак собственными силами создали музей смолы, который разместили в небольшом помещении сельской школы. В качестве экспонатов выставили инструменты, которыми пользовались вздымщики, и даже принесли сюда фрагменты деревьев, откуда добывалась живица. Здесь ихние односельчане многие. Вот о них мы тут написали биографию ихнюю, и они читают, заходят сюда. И вот из соседней школы приезжают дети. Хранители хотят расширить экспозиционную часть, сделать хорошее оформление. Чтобы получить финансирование, они подали документы на получение республиканского гранта. Мы хотели здесь, где вздымщики жили, маленький домик, примерно макет домика. Здесь лес, многое что надо делать. Фон делать надо, инструментов здесь мало еще. Возродить древнее ремесло уже не получится, говорит Фарзат Кагарманов. Леса сейчас не те, что раньше, да и спросом живица не пользуется. А вот сохранить секреты ремесла – вполне посильная задача. Артур Шамсудинов и Артур Елаев. Новости. Бурзянский район.